Здравствуйте, интервью на БСТ в студии Алия Тагирова. «Жизнь в спектре» обсуждаем с Анной Маловой, руководителем благотворительной организации «Открытая среда», членом управляющего совета Ассоциации «Аутизм Регионы». Анна, рада видеть вас в Уфе. Скажите, пожалуйста, «Открытая среда», благотворительная организация, чем вы занимаетесь? Алия, очень приятно быть в Уфе и разговаривать с вами на такую важную тему. «Открытая среда» помогает подросткам и взрослым людям с аутизмом в жизнеустройстве, в том, как они будут жить в этом мире после того, как закончат школу и получат образование. Вы пришли в эту тему по семейным обстоятельствам, скажем так. Да, все верно. У меня брат с аутизмом, сейчас ему 21 год, и на самом деле мы многое поняли благодаря ему, благодаря тому, какой путь проходил сам Никита, мой брат. И сейчас те проекты, которые мы делаем, они направлены именно на те дефициты, которые мы видим у него и таких же ребят. «Открытая среда» – это организация, которая работает в Краснодаре. Да, все верно. Но в то же время вы вообще представляете этот диагноз, скажем так, по всей стране. Ваша ассоциация «Аутизм Регионы», чем вы занимаетесь? Ассоциация «Аутизм Регионы» – это ассоциация некоммерческих организаций, которые были созданы родителями или близкими людьми детей с аутизмом. Что это значит? Это значит, что в большом количестве регионов нашей страны, в больших и маленьких городах есть родители, либо родственники, такие как я, которые тоже хотят изменить жизнь для своих детей. И они делают некоммерческие проекты помощи таким детям и уже взрослым людям с аутизмом. Мы объединились в ассоциацию, чтобы совместно делать большие проекты, добиваться изменений на федеральном уровне и находить новые пути для того, чтобы помощь была эффективной и бесплатной для всех детей. Это что? Это медицинские какие-то новые исследования? Какая подготовка специалистов? На законодательном уровне что-то менять? Это какие проекты? Да, на самом деле это и медицинские исследования, и взаимодействие с медицинским сообществом достаточно большим. Например, в том числе благодаря Ассоциации «Аутизм Регионы» появились клинические рекомендации по аутизму. Также у нас есть департамент наука, который много и мощно занимается научными исследованиями и анализом того, что есть в России и в научном поле про аутизм. Также у нас есть департамент инклюзия, который занимается инклюзивными проектами и внедрением, например, таких проектов и программ, как «Ресурсный класс» в большом количестве школ в России, ресурсные группы для детей помладше. Есть департамент «Взрослая жизнь», в котором тоже работаю я. Это как раз-таки сопровождение взросления, трудоустройства, тренировочной квартиры и так далее. Вот. И есть еще направление информирования. Это как раз-таки о том, как мы говорим об аутизме. Это всероссийские акции, это конференции. То есть ассоциация очень большая, и она старается охватить максимум направлений, которые нужны нам, как родителям и родственникам, для того, чтобы и найти научно доказанную информацию о том, как правильно помогать нашим детям, и внедрить эту информацию во все регионы, где мы присутствуем. Анна, благодаря вашей деятельности вас включили в список Forbes. Да. Но это не финансовая составляющая, а что-то другое. Чуть подробнее расскажите. Я попала в список Forbes 30 до 30. Это список 30 талантливых людей, которые достигли чего-то до 30 лет. Вот, так называемый список самых перспективных. То есть это не про деньги, а про то, как там всякие специальные агентства, которые занимаются исследованиями, оценивают достижения. Что оценили вас? Собственно, оценили проект «Открытая среда». Дело в том, что мы начали с нуля, без связи, без денег. У нас очень долго не было грантов, никакого финансирования. При этом сейчас наша организация является одной из таких якорных в Краснодарском крае. Мы задаем тренды, мы задаем стандарты для того, чтобы помощь для взрослых людей с инвалидностью, и в том числе с аутизмом, была правильной, доказанной, этичной и нежной ко всей семье. Анна, диагноз аутизм, он достаточно молодой. Молодой, да. Несмотря на то, что как бы он раньше присутствовал в нашей жизни, но о нем громко не говорили. Вот на сегодняшний день над чем больше всего приходится работать вот именно в 2026 году? Очень сложный вопрос на самом деле, потому что ни в одной части жизненного маршрута человека с аутизмом нет достаточного количества сервисов. Что такое жизненный маршрут? Да, это от постановки диагноза, дальше мы должны попасть в руки к врачам, к специалистам, в детский сад, в школу, в профобразование и так далее. Ни в одной из этих частей маршрута у ребенка с аутизмом нет такого количества сервисов и возможностей, как у здорового ребенка, к сожалению. И, наверное, нельзя назвать, что одно что-то сложнее, а другое проще. Но я хочу сказать,
сказать, что, наверное, та тема, которой родителей волнует сейчас больше всего, это тема сопровождаемого проживания, да, что будет с детьми, когда родителей не станет, где они окажутся и каким образом будут дальше жить. И еще одна достаточно сложная тема – это клинические рекомендации, которые должны отвечать современной науке, и, тем не менее, к сожалению, постоянно пересматриваются, и мы очень бы хотели, чтобы они наконец-то стали стабильными. Я знаю, что у вас очень много друзей среди тех, кто в Башкортостане этим занимается. Это и фонд «Мархамат», и Центр «Продобро», Ксения Афанасьева, которая, мне кажется, тоже по всей стране очень много чего делает. Вот как вы оцениваете работу именно башкирских специалистов нашей республики в отношении работы с этим диагнозом, как аутизм? Ну, во-первых, Ксения Афанасьева из фонда «Мархамат», исполнительный директор Ассоциации аутизм регионы, поэтому вклад башкирских специалистов в систему вообще очень большой, благодаря Ксении. Но если спуститься, да, вообще на систему внутри, есть еще очень прекрасный центр и мастерские «Рассвет» Юлии Кожевниковой, и ресурсные классы достаточно хорошие под ее руководством. В фонде «Мархамат» прекрасные программы, и вот у них есть сейчас центр знаний, в котором много можно получить информации специалистам. Уфа для нас одна из опорных точек, в которой действительно находятся и хорошие, устойчивые некоммерческие организации, и проекты, которые мы бы хотели масштабировать в других регионах. Мы считаем, что и государство, и общество должны уфимские организации точно поддерживать. Они этого достойны максимально. И те практики, которые они применяют внутри своих программ, они отвечают золотому стандарту того, как мы бы хотели видеть вообще реализацию проектов. Анна, у вас брат, которому вы желаете всего хорошего и делаете максимально возможное для него. Какие у вас будут рекомендации для родителей из той ситуации, которую вы наблюдаете? Давайте возьмем даже самых маленьких, когда вот в семье вдруг возникает такая ситуация, когда папа с мамой вдруг замечают что-то не то. Вот какие рекомендации у вас? Ну, самое первое – это найти специалистов, которые практикуют с научно доказанной эффективностью, не бросаться во все возможные реабилитационные технологии, которые вам предлагают. Очень много мошенников, к сожалению, на этом рынке, потому что всегда родителю хочется отдать последнее, что у него есть, чтобы попробовать что-то новое. Но лучше обратиться к тем же клиническим рекомендациям, найти родительские сообщества в ваших городах и регионах, спросить совета у них и не пробовать все и сразу, а идти шаг за шагом по той дорожке, которую уже проходили другие родители. Не замыкаться в себе, а искать вот этот новый социум, новые смыслы и опираться на научно доказанный маршрут, да, прикладной анализ поведения, на то, что есть в клинических рекомендациях, обязательно не бояться АДК и так далее. То есть очень важно не закрыться и не начать есть всю информацию, да, бесконечно, и все там источники, все методы реабилитации, диеты, не знаю, дельфинов и так далее, что предлагают. Лучше опираться на науку, результат у ваших детей таким образом точно будет стабильным через несколько лет. Но очень важно время, да, не упустить вот какой-то период времени, когда ребенок только развивается. Это важный момент или все-таки... Конечно, очень важный момент. Ранняя помощь – очень важный момент. Здесь я могу порекомендовать обратиться как раз-таки в Мархамат за такой поддержкой, как минимум за консультацией. Но также семье очень важно сохранить себя в первый момент сообщения диагноза, маме сохранить себя, семье как ячейке общества сохранить себя, встретить этот стресс достойно. Конечно же, нужно быстро действовать и заниматься реабилитацией, но также важно не потерять в этот момент основу, на которой все стоит, потому что реабилитация будет проходить еще очень долго, но она не будет успешной, если мама и папа не будут чувствовать себя устойчиво. Так что нужно найти баланс. Как вы считаете, вот это общепринятая, я не знаю, статистика, которая растет, все вот просто удивляются тому, что каждый 36-й ребенок рождается с аутизмом. Как вы прокомментируете эти цифры? Ну, конечно же, статистика сильно растет. Во-первых, потому что врачи все еще научаются диагностировать аутизм. Диагноз действительно относительно молодой. Более того, он периодически уточняется, его параметры там дописываются, исследования продолжают выходить. И, конечно же, молодые врачи, которые входят в практику, владеют большим количеством инструментов для диагностики. И таким образом еще диагностированность растет. То есть те дети и те уже молодые взрослые, которые раньше не были диагностированы, сейчас только-только могут получать этот диагноз, и статистика
детская как бы погрешность вот это происходит. Плюс, конечно же, нельзя отрицать, что есть какая-то причина, по которой мировая статистика аутизма растет, даже там, где в странах уже давно диагностируют аутизм, и у врачей раньше появились, относительно раньше, какие-то инструменты диагностики, но на самом деле нельзя говорить о чем-то одном. Вот. Не бывает такого, мы не можем сказать, что только потому что что-то влияет на аутизм и он растет, это эпидемия. Нет. И мы не можем сказать, что это только гипердиагностика. Тоже нет. То есть, правда, где-то посередине специалисты ее еще ищут, и я бы очень хотела узнать, что же на самом деле является причиной аутизма, но пока что таких решений нет, поэтому мы можем только наблюдать за статистикой и делать все, чтобы этим детям было место в нашем обществе. Дети превращаются в подростков, подростки во взрослых. Вот сейчас вы занимаетесь как раз трудоустройством. Да. Насколько это удается вам сделать, то есть не встречать противоречия у общества, когда, вот я знаю, что вы открываете в Краснодаре кафе, где работают ребята с РАС, и это все очень успешно, но мне кажется, еще благодаря вам, просто вы сами по себе излучаете такой позитив, что хочется к вам лично прийти. А вообще вот трудоустройство, насколько эти ребята могут работать? Не только бариста, не только официантами, поварами, но и, допустим, я не знаю, сесть за компьютер и, может быть, какую-то рекламу создать. Каждый человек может быть полезен, и каждый человек может найти себе место и работу. Мы в это верим, и, собственно, на этом мы строим свои программы. Есть у нас ребята, которые действительно работают даже в архивах. У них достаточно навыков, достаточно компетенций, может быть, менее выражены какие-то особенности. Мы знаем, что аутизм – это спектр, а если не знаем, то вот сейчас узнали, все люди с аутизмом разные, у всех дефициты проявляются по-разному, и, соответственно, нельзя как бы вот сейчас нам с вами описать аутизм и всех ребят с аутизмом под эту гребенку прогнать. Поэтому у нас есть ребята, которые действительно могут быть и программистами, а есть ребята, кто может быть бариста, а есть ребята, кто может работать только в мастерской полезной занятости, в сопровождении специалиста, но он может это делать, и он может быть полезным, успешным, и самое главное, нет такого, что люди с аутизмом не хотят быть в обществе, это миф очень большой, или не хотят быть полезными, не хотят быть занятыми. Это неправда, просто механизмы выражения и понимания всего этого немножко другие, но это значит, что ничего им не мешает найти то место, в котором они будут полезны, а мы им в этом поможем. Ну и завершая наш с вами разговор, я думаю, что у вас есть пожелания. Начало апреля по всему миру, по всей стране, у нас особенно, проходит под эгидой диагноза аутизм. Что бы вы хотели, может быть, пожелать или сказать? Какие-то важные слова наверняка у вас есть. На самом деле, самая большая моя просьба, наверное, к нашим зрителям, это открыть интернет, открыть поисковик, вбить слово «аутизм» и что-нибудь про это прочитать, просто чтобы немножко больше знать. А также, если ваши дети ходят в инклюзивные школы, таких уже достаточно много, наверняка в этих школах сейчас проходят какие-то мероприятия, приуроченные ко 2 апреля. Поучаствуйте в них вместе со своими детьми. Ну и просто... На самом деле, чтобы мир был инклюзивным, не нужно каких-то супер больших усилий от каждого из нас. Нужно просто помнить, что инклюзия – это такое общество, в котором безопасно не только людям с особенностями, но и всем остальным. Потому что если вдруг что-то произойдет, мы тоже с вами не будем исключены из общества, а останемся внутри. Так давайте вместе делать так, чтобы каждый из нас мог оставаться рядышком друг с другом. Не буду даже отказываться от этого приглашения. Наш телеканал с удовольствием соглашается поддержать вас и идти рука об руку вместе. Спасибо огромное, дорогие друзья. Я напомню, что в проекте интервью принимала участие Анна Малова, руководитель благотворительной организации «Открытая среда», член управляющего совета Ассоциации «Аутизм регионы». Оставайтесь на БСТ.